ГСП онлайн. Городские новости сейчас. 12 января – профессиональный праздник работников прокуратуры. Сегодня ведомство отмечает свой 296-й день рождения. На страже справедливости в этом учреждении по Ухте служат 25 человек. Все они, как записано в документах, осуществляют надзор за соблюдением Конституции и исполнением законов. Перед своим профессиональным праздником о достижениях за прошедший год рассказывает прокурор Ухты. Как отмечает Павел Якимов, его ведомство отстаивает справедливость. Так, в 2017-м совместно с администрацией прокуратура добилась перевода котельной поселка Водный из частной в муниципальную собственность, чтобы проблем с теплом там больше не было. Ведь бывший владелец то и дело заключал фиктивные договоры с субподряда. В этом же году были осуждены виновные в гибели 2 ярикских шахтеров. Ими стали 4 человека из руководства нефтешахтного управления. Также перед самым Новым годом прокуратура представила обвинение в отношении бывшего чиновника местной администрации. Осуждение бывшего начальника управления капитального строительства МАГО Ухта за совершение, должностных преступлений, связанных с некачественной приемкой недостроенных домов для переселенцев. Это дома, расположенные в поселке Дальний. Соответственно, зная о том, что подрядчиками не выполнен ряд работ, выполнены некачественно, он принял эти дома, подписал их, произведена была оплата средств местного республиканского бюджета, соответственно. Суд огласил наказание в виде 3 лет лишения свободы. Правда, приговор еще не вступил в свою силу. Благодаря работе прокуратуры в 2017 году также были закрыты 2 подпольных казино. А еще заведено уголовное дело против директора управляющей компании Энума Элиш, которая, не выполняя свои обязанности, выставляла счета населению муниципалитета. Эти дела стали самыми резонансными для коллектива прокуратуры в 2017 году. Сам же главный представитель Ухтинской прокуратуры отмечает, что больше всего запоминаются позитивные моменты работы. Такими в карьере Павла Якимова стала операция по спасению пассажиров Ту-154, совершившего аварийную посадку в поселке Ижма в 2010 году.